Правозащитная организация Human Rights Foundation затронула тему влияния модной индустрии на уйгуров, рабский труд которых используется в производстве. К закрытию недели моды в Нью-Йорке 19 сентября Human Rights Foundation провел перформанс о том, как модная индустрия влияет на права человека. Огромные изображения, проецируемые на мосты и здания Нью-Йорка, подчеркивали соучастие в уйгурском рабском труде известных брендов одежды, выпускаемых под лейблом «Сделано в Китае». Эта работа фонда по изобличению использования рабского труда уйгуров уже получила большое признание во всем мире. Уйгурские исследователи надеялись, что эта акция станет примером для турецких и мусульманских НПО. Миссия Китая при Организации Объединенных Наций призвала другие государства-члены ООН не присутствовать на мероприятии, на котором будут обсуждаться зверства Пекина против уйгуров во время дебатов на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе, сообщает National Review. Усилия Китая направлены на то, чтобы запугать участие миссии ООН, чтобы они не присутствовали на мероприятии высокого уровня, организованном Атлантическим советом Human Rights Watch и Amnesty International. Китай стремится заставить замолчать экспертов из самых известных правозащитных организаций, которые были свидетелями жестокости к уйгурам, заявил уйгурский адвокат Райхан Асад. В меморандуме, разосланном всем государствам-членам ООН в понедельник, говорится, что китайская миссия имеет честь выразить свое решительное несогласие с этим инцидентом и настоятельно рекомендует, чтобы ваша миссия не участвовала в антикитайской деятельности. Сообщается, что советник Белого дома по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И встретились на Мальте. В заявлении Белого дома говорится, что встреча была частью усилий по поддержанию открытых каналов связи и ответственному развитию отношений. Салливан и Ван встретились на Мальте 16 и 17 сентября, говорится в заявлении. Чиновники обсудили ключевые вопросы в отношениях между США и Китаем, вопросы глобальной и региональной безопасности, российско-украинскую войну и тайваньский вопрос. Европейский Союз готовится ввести значительные тарифы на электромобили Китая для защиты внутреннего рынка. Представитель Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил французскому телеканалу, что тариф на электромобили, производимые Китаем, может увеличиться с 10 до 20%. Разработанный Китаем план доминирования в Центральной Азии включает также миссионерскую деятельность, осуществляемую в тюркских государствах. В этом контексте Китай наращивает инвестиции в тюркские страны. В рамках выдвинутого Пекином проекта «Один пояс, один путь» Китай втягивает участников в долговую трясину. По данным Карымского информационного агентства, на этот раз Китай ведет свою деятельность в Кыргызстане под названием «Бесплатная хирургия». Группа китайских специалистов проводит бесплатную операцию по удалению катаракты на кыргызах с 12 сентября 2023 года. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, и что международное сообщество будет более тесно объединяться против него.